В общем, сейчас смотрите, какая пыльная тачка. Да? Смотрите. Что напишу вам. А? Кто солидарен? Ставим лайк. Гибрид сила. В общем, сейчас протираю, короче. Нифига себе пыли сколько, ё-моё. Протираю специально воду. Налил уже вчера. Вот, смотрите какая. Протру сейчас. И на повестке дня клапана. И сейчас вот эти штуки поменяю. Бампер что-то особого желания нет у меня снимать. В общем, приступаем. Ну да, до. Ну все, вроде блестит, ребята. Так, а что такое? Что не возвращаемся? Это прибавляем, а это на широкоугольник не переключается. В общем, смотрите, какой он красавчик сразу стал. Так, ладно. Берем вот эти две штуки. От наших морозов не выдерживает. Видите, вот. Обоссался он, короче. Слово такое. Кто-то скажет, какие-то слова ты говоришь. Я говорю, ну блин, а что непонятного-то? Реально обоссался, блин. О, не выдержал тут сальник или что. В общем, сейчас тут у нас вот так одевается. 10 на 10. Короче, элементарно, Ватсон. Ну что, не прошло и полгода, да, ребят? Чуть-чуть другое крепление почему-то оказалось. Смотрите, какое здесь крепление. Какое здесь крепление. А какое здесь крепление. И чуть-чуть выше получается. Стал выше подниматься. Прям до упора. Жестко я могу теперь. Я почти хожу. 1,74 м. И почти хожу. Смотри. Оба. А вот это вот откуда были? Я не знаю, можно их восстановить, нельзя. Ну, что-то... Ну, после этого падения их уже не восстановить. Ага. 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 Так-то она тоже мощная, по идее. Вот это мощная. Но уже не работает. Я не знаю, можно что-нибудь с ними реально сделать или нет. В общем, как-то так, контрактная. Посмотрим, сколько проработает. Но крепежки вот эти другие. Я бы мог просто крепежки не менять, а на них посадить. На вот эти крепежки. Потом буду сейчас обращать на альфах какие. Какие на альфах. Потому что здесь чуть-чуть другая была. Но главное, что держится. Вот. Захлопнул. Оба, открыть надо. Сама поднимается. Сейчас протру. Протру. Больше палочка не нужна. Раньше вот сюда палочку ставил. Такие дела. Такие дела. Такие дела. Такие дела. Ну, а это в следующий раз поменяю. Вот такие дела, дорогие друзья. В общем, смотрите даже, какой момент замороченности. Какую-то специальную вот такую резиночку прифигачили здесь, чтобы пыль не попадала. Смотрите, до какой степени замороченности. Для чего вот эта резиночка? Здесь тоже имеет вот такая плотненькая резинка. Она похожа, вот эта резинка, по составу вот на вот эту резинку. Вот на вот тут вот резинка. Похоже. Пластик вместе с резинкой совмещен. Ну все, сейчас уже намного комфортнее будет открывать, закрывать. Четко прям. Прям она держит прям. Тяжело. Тяжело. Чуть-чуть. Чуть-чуть посильнее. Все, хорошо закрывается багажник. Вот. Оба. Открываешь так же. Чик. Чик. Приподняла, она наверх пошла. Хоба.
Все, до упора. Но уже высоко, я прям ровно хожу. Ладно. С клапанами потом. Клапанами потом, потому что это бампер надо снимать, а я не переоделся. Вот когда переоденусь, потом бампер буду снимать. Еще сонары тут есть. В общем, мне надо просто вот так вот отчекать. Мне не обязательно, по идее. Не, все равно бампер придется снимать. Еще вот такую пластмасску надо где-то найти. Одну. Как раз я для образца возьму вот такую пластмасску. Одну, потому что с той стороны почему-то нету. Ну и все. Такие дела, ребят. Давайте, до связи. Пойду поковыряюсь там наверху батареечками. Да до дома, до хаты, наверное. Вот такие клапана мне надо поменять. От них у вас может грязь внутрь попадать в багажник. И батарейки может кирдык приходить быстро. Что, дорогие друзья, при мне такого не было. Вот он, товарищ. Видите, как просто ветер рвет флаг. Вот, они изнашиваются от ветра. В общем, погодка уже меняется. Птички поют. Чуть-чуть я сегодня видел птичек. Но у нас диктует погоду река Лена. Могучая река. Не речка, а река. Вообще жесткая река. Она диктует погоду. Ветер, ветер, ветер. Ветрено, ветрено. Итак, что глянем, ребятки. Что это такое у меня стоит здесь? Альфа. Сейчас посмотрю, сколько километров. Так. Посмотрим, сколько километров на одометре. Да? Так, трип А. Теперь трип Б. О, 5600. Или что там? 564 километра я проехал уже. Расход 12,2. Так, 12,2 расход. Сейчас глянем, сколько масса схавала, ребят. Мне же интересно. Интересно. Так, одной рукой неудобно. Да, в очередной раз напоминаю то, что тут два отверстия. Чуть пониже, чуть повыше. Ну что тут у нас? Двигатель. Двигатель 2ZR FXE. Считается легендарный, по циклу Аткинсона работает. Смотрим. Ну, уровень стоит, ребят. Чуть-чуть маслица потемнело. Пол уровня на 500 километров. Проехал. Глянем, наблюдаем дальше. А, ну да, сейчас стандартно заведу. Послушаем, может там какой-нибудь уже поршень загремел, что-нибудь такое. Так, ну-ка, поближе подойду. Давай. Сим соловей, махалай. Запускайся. Ну что, долго я буду стоять здесь, а? Ну все четко. Ребята, все четко. Все четенько. А что ему будет? Двигатель маленечко, там есть задирочки небольшие, залысинки. Но это фигня. Это все фигня. Главное обслужиться. Форсунки я почистил. Резиночки поменял. Свечи единственное я не менял. Надо вот свечи поменять. Все. И все. Воздухан поменял. Дроссельную заслонку почистил. Но надо было бы, конечно, еще поменять антифриз везде. Если по красоте прям делать, надо антифриз поменять. В обоих контурах. Но я здесь посмотрел. Залито нормально все. Чуть-чуть грязновато, конечно. Чуть-чуть грязновато.
Циркуляция есть. Ладно, ребятки. Циркуляция есть. О, во. Какой-то датчик тут должен был быть где-то. Сейчас я его сюда запихаю. Походу те ребята, которые антифриз посчитали, вот этот бачок посчитали за антифриз и приклеили сюда температурный датчик, они явно неправы. Они должны были вот сюда датчик прикрепить. Как правило, всегда на печку подключают. А тут какие-то мастера, видимо, не захотели канал этот вести от сигнализации. Или это не сигнализация. Короче, не захотели, видимо, вести. Ну да ладно. Что теперь поделать? Внимание обращу. Но это отдельный кабель какой-то. Куда он идет? Ладно, ребят. Смотрите, как шумоизоляция происходит. Оп. И тихо. Все, мы прогрелись. До 25, по-моему, 25. Там у меня стоит. На самом деле, вот это автоодеяло, короче, ни хрена это не держит тепло. Лучше кусок войлока сюда положить тоненького. В следующий раз у меня уже больше не будут этих дурацких одеял. Пусть даже какое-нибудь красивое. Оно, короче, не держит ни хера, оказывается, тепло. И вот в таком непотребном виде происходит. Ну да ладно. Все мелочи. Все, выгоняю. На. В общем, ребята, сегодня загудел подшипник. Узнал, что здесь подшипник идет как ступичный узел. Prius Alpha, современный автомобиль. Уже ничего ты там не прессуешь и прочее десятое. Тупо узел выкинул, новый поставил. Но это намного удобнее, конечно, чем вот это прессование, вот это вот выпрессовывать, запрессовывать. Хотя выпрессовывать, запрессовывать дороже по работе. Вот. Здесь всего лишь 4 болта открутил. И все, любовь, и вся любовь. Вот магазин Автожапан. Когда понаставали, тут хер победишь как, блядь. Мишаня своего крокодила вытащил. Шлифует, блядь. Сразу же. Так, ступица. В общем, вот такая вот штучка. Ничего не надо, да? САТ, говорят, плохое качество, но не знаю. Я тоже в САТе ездил, нормально. САТ нормальные запчасти делает. Вот такая вот сейчас современные машины, ребят. 4 болта и все. Никаких проблем. Не надо выпрессовывать, что-то там запрессовывать, да? С какой-то стороны удобнее. Дороже. Ну а дороже, потому что ты уже заплатишь вот за вот это железо. Да, да. Больше за железо платишь, за вот этот вот. За корпус. Что? На видео? Видео. Только видео. Вот такие дела. Так, стружку уже заболтал сюда. Так, ладно, что? Так, разберем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое. Ступичный узел, ребят. Что тут менять-то, ё-моё. Все просто. Так. Датчик интересно снимать, не снимать. Думаю, нет, датчик не надо снимать. Чтобы до вот этих болтов добраться, что надо сделать? Так, ну ладно, поехали. В общем, машина сделана для коммерческого использования. Вот это, по-моему, алюминий. Рычаг. А, нет. Либо алюминий. Скорее всего, это алюминий. Вот это жесткий алюминий. Нет, и все. На 4 болтах. Чисто коммерческая тачка, ребят. Чтобы быстро-быстро, хоп-хоп, загудел. Чек-узел новый. И все. Не надо ничего прессовать. Накладки еще жирные. Поедете.
Вот такие дела, ребята. Все легко крутится. Сейчас закручу ступичный узел. Тема. Кусок шруса надо сюда запихать, заблокировать его, чтобы она не вылетела отсюда. И можно приваривать на телегу. На телегу можно приваривать этот ступичный узел. Да, звук есть. В общем, дорогие друзья, обязательно после каждого манипуляции с ходовой частью развал схождения. Что бы ни делали, ступичный узел я поменял, это по-любому надо развал делать. Если стойки меняете, если в любое телодвижение с ходовой частью, даже минимальное, да? Сразу развал, иначе сожрет резину, а резина должна бегать и бегать, бегать и бегать. В общем, вот ступичный узел поменял. Посмотрим, намного ли убежало. Вообще интересно было бы до и после посмотреть настройки. Вот ходовая часть, смотрите, как сделана. Вон провода идут гибридные. Все. В общем, сейчас посмотрим, что до, и потом посмотрим, что будет после. Потому что у меня чуть-чуть, по-моему, вело меня в сторону. Из-за того, что у меня подшипник один начал изнашиваться. Изнашиваться начал подшипник. В общем, грамотный специалист всегда выравнивает давление в шинах. Если вы где-то увидите, что вам давление шин не выравнивают, что-то там начали сразу крутить, вертеть, то это неправильно, ребят. Еще тут есть такой момент, стойку. Вот сейчас посмотрим, стойка у меня ровно стоит или нет. Ну, схождение чуть-чуть. Это схождение же, да? Или развал? Развал здесь не регулируется, здесь регулируется только схождение. А чем регулируется у нас стойка? Здесь ничем. Чуть-чуть же все равно угол меняет. Как-то у меня такое было, подравнивали. Можно стойку открутить, она Да. там немножко люк заводской есть. Но вот этот момент. Его можно убрать, но это пальцем в небо. Да? Получится, не получится. Так, ну такое вот у меня делали здесь. То, что чуть-чуть стоечку выравнивали. Но надо все телодвижения с ходовой частью обязательно развал. В принципе, автосервис апгрейд не так дорого берет за развал, поэтому обращайтесь. Одно из самых дешевых развал схождений. О, смотрите, как спрятали тачку здесь. Сейчас глянем, что у нас покажет. Вот опять на подъемничке. Так-то бодренький аппарат. Прям и клиренс, смотрите, сколько сантиметров. Пузыревое дело. Клиренс. Пузырь. О, буманык. Оба. Даже не достает. Типа джипа. Типа джипа. Чуть-чуть схождение ушло. Это получается... Динамичный продольный, это не регулируется. Динамик. А, вот схождение чуть-чуть, да, ушел. Именно там, где я делал. Менял ступицу. Чуть-чуть сейчас отрегулируется. Ну вот, примерно такая картина, ребят. Должна быть 0,05, да? Ага.
В общем, вот такие измерения 0,05, 0,05 ровно посередине стоит. Вот это динамическая уже предустановлена. Это задняя балка, да? Нет, все переднее. Это все переднее. Это развал, ну, он зеркальный, это нормально в зеленой зоне. Кастер, ну, он зеркальный. Угу. Не смотрите то, что он в красной зоне, он не регулируется. Так. Развал тоже не регулируется. Регулируется только схождение. Схождение выставлено в идеал. Идеально все. Четко будем. 100-150 км в час будем кататься. Завод Джапан, Япония, Prius Альфа, смотрите. Исключение, исключая 17 колеса. Продолжаю видео, ребят. Короче, открепил там клепки. Удобнее под машиной лазить, конечно. Вот. Когда разгоняешься, какой-то звук такой. Где он? Ты что ли гремишь, сволочь? А, все, понял. Внутри пусто, короче, каталика-то нету. Вырезаны. Ё-моё, блин. Вот еще момент бывает, когда делают, когда делают вырез. Это что такое? Ну что это, блядь? Так, сейчас снимаю бампер, буду ставить вентиляции. Вот такая проблема, ребят. Если у вас будут вот такие вот моменты, вот такие моменты будут с клапанами, вся грязь в салон будет лететь, и батарейки вашей придет каюк, короче. Так что, ребят, внимательно смотрите за этим делом, вот, чтобы вот такой вот порнографии не было. Это с этой стороны вся грязь, вся пыль, короче, все внутри. Сейчас я ее буду снимать. Ну и с этой стороны такая же, да, история? Да, с этой вообще, блин. Голубятня, ё-моё. Скворечник, ёпты. Залетай. Даже, блядь, клапанов-то нет. Да, клапанов нету. Сейчас буду снимать. А должно быть вот так. Вот так вот должно быть. Видите? Пыль. Чтобы не залетала. Ну, имеет вот такую вот конструкцию. В общем, снимаем эту штуку. Снимаем состояние. Печаль, тоска. Как она могла вот так раздолбиться, я не знаю, ребят. В общем, вот это состояние. Видите, какое. Берем пылесос. Включаем. И начинаем пылесосить. Короче, есть, ребята, нюанс. Вот эта вот штучка, она уже, ну, раньше она двухсторонняя, видимо, была. Ее срезаете, иначе она не пойдет, короче, сюда. У всех, у кого пыль в багажнике появляется, по-любому это вот эти клапана, все уже растрепанные. Беру вот такой двухсторонний скотч, толстенький, и по кругу. Там обезжириваю и приклеиваю. В общем, вот скотч приготовил, уже задрал тут чуть-чуть. И остается только вот эту поверхность, когда снимете, обезжирить. Все тут пропылесосить внутри. И его туда. Ну, как она вот? Как так, блин? Конечно, будет все внутри. И батарейки пиздец. Извиняюсь за французский. И батарейки будет каюк из-за этого. Поэтому тут тема такая необходимая просто. И внутри там пыль постоянно. Да, ребята, кстати, интересный факт. Это вот аккумулятор уже здесь. Представьте себе, какое говно туда летит, если оставить все как есть. Это пипец. Если оставить все как есть, вот этот вот постоянный налет говна будет присутствовать в салоне. Но хозяин говорил то, что он сам это все постоянно чистил, потому что якобы не нашел. Ну как не нашел? Контрактный, всегда все продается. Может даже есть вот эта штука новая.
Масума там или еще что-нибудь в каких-нибудь магазинах. В общем, как-то так и никак иначе, блин. В общем, ребята, обезжирил. Чистенько. Снимаю эту штуку. Главное не закосячить. Все. Сейчас прижму до щелчка. И все. Все, ребятки. Ждите предпродажный обзор данного автомобиля. Хоть, конечно, он мне пипец уже так очень сильно нравится. На самом деле такая практичный автомобиль, экономичный, быстрый, красивый, в родной краске. Каким-то образом он оказался в родной краске. Я даже сам в шоке. Почему-то один лючок вот не крашеный оказался. Остальное все в родной краске. Есть там незначительные мятинки. 2 штучки вот чуть-чуть вот тут вот обгорел почему-то спойлер. Есть вот тут вот мятинка одна на крыше. А вот мятинка, это говорит, дети играли, что-то там кинули. Мятинка. Вот мятинка есть. Маленькая. А тут царапки какие-то, жизненные сколы по кузову. Вот какие-то вот такие скольчики. В капот прилетало. Еще 50 тысяч раз прилетит на в Якутии, как правило. Я думаю, что она в Якутии останется. Поэтому на это внимание не надо обращать. Есть омыватели фар. Короче, хорошая комплектация. 4-глазый. 1, 2, 3. И еще вон там 4-й глазик горит. У Приуса 3-глазый, у этого 4-глазый. Он как паук получается. 8-глазый. 8 глаз. Такие вот эти клыки такие прикольненькие есть. Литье хорошее, родное, крепкое. Чуть-чуть тонированные стопики. Но хозяин сказал, то, что ГАИ пропускает такие стопы. Прям не в глухую уже они закатаны. Резина хорошая, Капсен, новая. 205/65. Вообще четкая. Пока что мне еще не удавалось ее в занос отправить. Ну а как ты ее отправишь в занос? Но сейчас, правда, оттайка пошла уже. Сейчас все машины даже на шипах улетят. Вот если будешь скорость нарушать. Ну все. Все, что хотел сделать. Клапана поставил. Эту штуку сделал. Вот, чтобы поднималась. Вот. Эти поставил. Вот. Подшипник гудел. Подшипник поменял. Там единственный момент остался по пыльничку. Ну, этот момент такой. Надо. Там маленькая дырочка такая. В принципе, надо будет пыльник поменять как-нибудь. Если не продам, до этого времени поменяю. Ну все, ждите, как говорится, продажный обзор. Может, кто с России захочет купить. В принципе, автомобиль, я за него ручаюсь. Кто в Якутии купит, от меня гарантия на батарею. Да и так будет гарантия на батарею, какая разница. Все равно автомобиль четкий. Так, что еще из довесов я оставляю? Коврики вот сейчас помыл. Оставляю вот эту систему. Почему-то она сама не отключается, дурацкая какая-то. Она должна сама отключаться от движения, просыпаться. Android магнитолка, панорамная крыша. Ну, все четко здесь, в принципе. Мне нравится. Хорошая комплектация, сонары удобная. Особенно для женщины будет удобно парковаться. Потому что не видно же перед. Где там что, зад тоже не видно. Ну, по камере видно, но все равно сонары помогают. Ну все. Да так, салон хороший, не угаженный, не ухряпанный. Велюровые элементы. Вообще, как бы это лакшерная такая машина. Если сравнивать его с каким-то филдером, там, я не знаю, там. Пусть филдер, конечно, и свежее будет там. Но как где филдер, где альфа. Это разные автомобили разного класса. Вот. 2 таких хороших ниши. Вот тут вот. Прям на ощупь офигенная штука. Здесь даже мягенькие штучки. Видите как? Материал. Все есть, короче. Горят вот встречающие вас надписи Prius. Четко.
в ночи. Элемент лакшери. Лампочка, чтобы в лужу не наступить, я говорю, ночью, когда открываешь дверь. Вот. Сейчас, кстати, сниму, наверное, я не доделал же, кстати. Сейчас вот сниму вот эти вот штучки передние, карты дверей, и поменяю вот эти фиксаторы, чтобы она фиксировалась. Видите, как дверь открывается? Кстати, да. Кстати, но сделаю, наверное, сейчас. Вот я ее распаковал, эту штуку. Вот она. Вот они, вот эта система. Вся система здесь. Будем сейчас менять. Да, кстати, передние двери зашумлены. Сзади нет. Частичная шумоизоляция, поэтому в салоне тихо. Вот, смотрите, не пожалели они шумки. Все зашумлено прям по тяжелой. В общем, ребята, смотрите, тут как четко все ушумлено. Только виброй сделано. И чуть-чуть вот он сделал вырезку. В общем, достал вот эту штуку. Видите, она какая разбитая. Сейчас мне надо ее розетовать и поменять внутри вот эту штуку. Вот такие блины тут стоят офигевшие. Нормально, да? Нормально тут акустика, я могу сказать, четкая. В общем, шумоизоляция готова. Сейчас тут кое-какие манипуляции идут. Чик! Смотрите, какой эффект. Сейчас закрою. Ага. Раз. Два. Все, от ветра уже не закроется. От ветра уже не сможет закрыться. Раз. Два. Офигенная тема, кстати. А вот это родная дверь. Открывается вообще вон. Легко, без всяких задержек. Пипец. Сзади еще чуть-чуть держится. Хоп. Видите, держится. Задние двери. Вот, чик, открыл, хоп, положение. Видите? Хоп, открыл, хоп, положение. Даже если ветер будет, поток ветра идти, она сама не закроется. Передние, конечно, двери износились, но тут уже раз, два. Четко. Обращайтесь. Замена. Заменим вам, у кого такие проблемы. Конечно, это повозиться надо. Все-таки руки применить, там физическую силу надо маленечко применить, болгарочку. В общем, маленечко надо болгарочкой подпилить вот здесь в местах прихватки. Открываешь, достаешь. Там вот такая система. Вот эта штука износилась. Ее убираешь. Вот. Она износилась. И вот в комплекте идет вот такая штучка. Ее сюда ставишь, запихиваешь назад. И все работает четко. Ну что, дорогие друзья. Тема вообще офигенная. Чик. Я уже привык просто на свежих машинах, что у меня двери останавливаются. Здесь тоже, видите, останавливаться стало. Смотри, какие колоночки тут стоят моднявые. Прям блины так блины. Нифига себе, вон что-то тут что-то выпиливали, что ли? Что-то, по-моему, какая-то нештатная тема. Вот. Здоровенная колоночка, конечно. Она вот прям вот сюда, блин, влазит. Видите? Внутри позволяет. Вот такой вот блин. Я раньше такие в Жигули ставил на заднюю полку. Овальные. Но у меня еще в лодке тоже такие же трехполоски стоят. Короче, для этих колонок нужна дополнительно к этому андроиду магнитолу нужен усилитель. Короче, закажу, скорее всего, усилители. Чисто проверить, как будет. Ладно, дорогие друзья, буду собирать. В общем, сейчас моя задача вот эту штуку, ну потом смазать вот здесь.
Специальная вот смазочка есть, видите, в комплекте идет специальная смазка. Смазка. Сухая смазка. Интересная тут тема. Смотрите, понарисовали тут круги. А где он? Где он? Здесь. Где? Где? Круги понарисовали. Вон. Где? Как, вон, короче, между кругами чуть выше. Вон. Не вижу ни хрена. В принципе, все свободны. Ах да, чуть не забыли. Завтра же юбилей у Екатерины Михайловны. Давайте решим, что мы ей подарим. Давайте букет из 65 роз. Большой, эффектный. И как вы это видите? Екатерина Михайловна, вот вам 65 роз. Ой, как совпало с вашим возрастом. Серьезно? А давайте подарим ящик водки. Анатолий Петрович, зачем доктору философских наук ящик водки? Еще варианты, коллеги? Слушайте, ну, давайте закажем ей сертификат в спа-отель. И с кем она поедет? Ой, ну ей прям не с кем ехать. Так себе идея. В отличие от ящика водки. Ну пусть душой отдохнет. Еще предложение. Очень приятным подарком станет брошь. Кому сейчас, кроме вас, нужна брошь? То ли дело ящик водки. Всегда актуально. Куда актуально? Мне подарили сертификат, даем, надо отдыхать. Да, актуально, красиво. Брошь. Ей же нужно когда-то отдыхать. Успокойтесь, коллеги. В общем, давайте я создам в нашем чате голосование. Там и решим, какой вариант лучше. И ящик водки там тоже будет. Специально для вас, Анатолий Петрович. Екатерина Михайловна, поздравляем вас с юбилеем. Мы с коллективом проголосовали. Вы не проголосовали? Я думала, что вы. Я вообще забыла. У меня дела были. И вот выбрали вам подарок. Коллеги, вы ебанулись? Это возмутительно! Молчать!